Доброе утро всем, кто проснулся вместе с нами в это мартовское утро, кто решил посмотреть и послушать программу «Аспекты республики». Сейчас в Уфе ровно 9 часов утра. Сегодня среда, 13 марта. В эфире, еще раз напомню, программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии, обсудим их, посмотрим несколько видео, в том числе фрагмент программы «Аспекты мнений» с блогером Николаем Бажиным. Послушаем короткое интервью членом Центральной избирательной комиссии Башкортостана от КПРФ Рустамом Хафизовым. Ну, еще будут кое-какие видео. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Так что давайте начнем работу. Не забывайте ставить лайки, комментируйте нашу программу в чате. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Ставьте лайки, еще раз напоминаю. Подписывайтесь, те, кто не подписан. И есть еще способы поддержки нашей редакции с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Они в описании к видео. Вы можете посмотреть, как это сделать. Если что, помогайте нам. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 8 военных из Башкортостана. С ними простились последние дни. О гибели Алексея Иванова из Краснокамского района рассказали его родственники. 11 марта в Уфе простились с Артемом Усковым. В этот же день в Абзелиловском районе простились с Дениром Каракаевым. 12 марта вчера в Мелеузовском районе попрощались с Русланом Габитовым. Он служил танкистом. 11 марта в Учелинском районе простились с командиром мотострелкового взвода Арсланом Киреевым. 6 марта в селе Енгискаин Гафурийского района простились с Сириком Сулеймановым. А в селе Прибельском Крымскалинского района простились с рядовым контрактной службы Айратом Минигалиевым. Об этом сообщили 11 марта в администрации района. 7 марта в поселке Приюта Белебеевского района простились с Михаилом Павловым. Итак, на сегодняшний день, по данным аспектов, общее количество погибших военных из Башкортостана в ходе специальной военной операции достигло такой цифры, как 1582. Совсем немного, и будет уже 1600. Продолжим обзор событий. Вчера интересный случай произошел. Вернее, не вчера произошел, а произошел в воскресенье. Но вчера многие СМИ написали об этом случае. Команду «Барабер» Башкирской открытой лиги КВН дисквалифицировали после шутки про шоколад Атай с Радием Хабировым. Вот. Что же произошло? 10 марта в Уфимском конгресс-холле состоялся фестиваль «Кубок землячеств». Там участвовали 7 команд, и одна из них была составлена из учеников гимназии номер 1 имени Рами Гарипова, ну, из выходцев Абзелиловского района. Они как раз этот район представляли. И вот они на сцене пошутили про шоколад Атай с изображением Радия Хабирова. Ну, сама шутка такая, знаете, достаточно безобидная, но для тех, кто понимает ситуацию в республике, она говорящая. Я процитирую начало этой шутки. Они, конечно, на башкирском говорили, я не буду на башкирском говорить. Переведу на русский. В нашем магазине премьера шоколада Атай, Made in Armenia. Я думаю, это переводить не надо с английского. Срок годности до 2024 года. Состав 50% какао, 0% башкирский язык. Сам он сладкий. Но если говорить по-русски, то слова «лучше горькая правда, чем сладкая ложь» к этому шоколаду не относятся. И дальше там еще было продолжение этой шутки. Вот, собственно говоря, 10-го они пошутили, 11-го уже, получается, вышло сообщение в группе ВКонтакте вот этой Башкирской открытой лиги, что команду «Барабер» дисквалифицировали и объяснили это в связи с грубым нарушением регламента игр Башкирской открытой лиги КВН и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм. Вот это вот интересно очень словосочетание. Несоблюдение общепринятых моральных и этических норм. То есть в КВН вот такое, значит, у них есть положение. Видимо, не знаю, по крайней мере, когда я общался с заместителем председателя Башкирской открытой лиги Ильгамом Ишкениным, он пояснил, что вот эта шутка как бы и исключения из лиги, они между собой напрямую не связаны, потому что они вообще-то, эта команда нарушала правила
игр КВН постоянно, неоднократно, по его словам. Им редакторы не раз что-то резали, какие-то шутки говорили, это будет не смешно, или вот это не стоит вытаскивать. А они все равно как бы самовольничали, все равно что-то делали по-своему. Вот. И как бы в силу этого им объясняли простые какие-то вещи, они вроде как ребята этого не понимали. И вот как бы получается, видимо, чаша терпения переполнилась, и команду дисквалифицировали. Но что интересно, потом пошли слухи, что команду даже учеников из этой команды хотят отчислить. Стали проверять про отчисление, информацию, оказалось оно фейком, но источники, которым я доверяю, сообщили, что с участниками команды значит, провели такую достаточно жесткую работу, что, собственно говоря, потом подтвердил и директор гимназии Ильнур Салихов. Вот, он написал, что с участниками команды мы провели воспитательную беседу об этике публичных выступлений, соблюдении кодекса гимназиста. Ребята осознали, что в своем выступлении вышли за рамки, опять же, этических норм и правил, и впредь обязуются внимательнее относиться к подбору материала для своих выступлений. И так, в общем, беседа привела к тому, что ребята потом на камеру извинились. Вот я хочу этот фрагмент, как они извинялись, показать вам. Давайте посмотрим. Команды Барвар хотим признать то, что в некоторых местах наши выступления, в некоторых шутках были неправы. Ни в коем случае не хотели переходить на личности, кого-то обижать. Мы не хотели этими шутками нести негатив. В школе к нам отреагировали хорошо и ни в коем случае нас не исключали. С нами провели беседу, да, объяснили то, что в некоторых местах мы не правы. У нас концепт команды, да, такой, то, что где-то перегибаем палку, но мы не ожидали то, что на этой игре то поднимется такой ажиотаж. К организаторам лиги у нас вопросов нету, они наоборот нам помогают, вот они давали возможности нам выступать на большой сцене, играть в КВН. И у нас к ним вопросов нету. Ребята, Гайдар. Ну, вы сами все видели прекрасно, я думаю, особо комментировать не надо, но, может быть, стоит только напомнить, что вот эта практика извинений, откуда пошла еще с Рамзана Кадырова, когда что-то тут неудачно сказал там, и потом этому автору этих неудачных каких-то слов приходилось извиняться как бы перед камерой, и вот сейчас это докатилось и до Башкортостана. Вот. Ну что, история как бы на этом не закончилась. Позже, значит, председатель Башкирской лиги КВН тоже записал видео, тоже извинился, но мы его показывать не будем. Он извинился, правда, перед зрителями, сказал, что ребята воспользовались добротой организаторов и вышли на сцену с несогласованными шутками, но потом раскаялись, и поэтому команду простили и разрешили выступать и дальше. То есть дисквалификация теперь она не действует, она условная до первого замечания, правда. То есть, как бы последнее китайское предупреждение ребятам сделали. Вот, и теперь они будут шутить и оглядываться по сторонам. То ли они сказали, не то ли сказали. Или, по крайней мере, все свои шутки должны будут показывать редакторам. В принципе, так оно происходит. Но раньше они себе брали смелость брать ответственность на себя и как бы шутить какие-то непроверенные шутки, не пропущенные шутки, не согласованные шутки. Теперь такого, по идее, не будет. И я бы хотел спросить вас, уважаемые слушатели, зрители, о чем вам говорит история с этой шуткой про шоколад? Запустим, давайте, голосование с этим вопросом. О чем вам говорит история с шуткой про шоколад? И 3 варианта ответа я предлагаю. Первый вариант, что над начальством теперь смеяться нельзя, категорически, все это уже табу. Второе, что надо согласовывать шутки, то есть смеяться можно, но нужно согласовать. И третье, смех опасен для власти. Это как бы такой же философский вывод. Вы сами выбираете вариант ответа из 3. Если вам не понравится ни один из 3, пишите в комментариях свой вариант. Мы его обязательно зачитаем. Сейчас я смотрю, например, вы пишете, что такие комментарии. Если у тебя есть проблемы с юмором и критикой, не ходи в политику. Это же КВН, я не вижу ничего плохого. Ребята, молодцы. Вот. Атай подскажет молодым парням, где они были неправы. Спасибо большое, что вот вы комментируете. Я вот сам даже не знаю, какой из вариантов ответа выбрать, но сейчас подумаю, тоже проголосую. Говорить, конечно, не буду. Потом в конце только, если вам это будет интересно. Продолжим.
про извинения, вот мы про эти шутку и то, что ребят фактически заставляют, ну, не замолчать, конечно, а говорить с оглядкой, это вот как бы пример такой мы увидели. А теперь я хочу вам поставить фрагмент записи «Аспекты мнений». Вчера собеседником Дмитрия Колпакова был блогер Николай Бажин, и они затронули такую тему тоже, которая косвенно касается вот сейчас, которую мы только что обсудили. Так что давайте послушаем, посмотрим. Если в России ситуация ухудшится, во-первых, материально-экономически, а во-вторых, с военной точки зрения, ведь конфликт с Украиной, он идет больше в минус. А почему в минус? Потому что все устали. Мы получаем гробы, нам это раздражает нас. В какой-то степени лицемерие властей, да, которые... Николай, извините, прерву вас, но где вы видите, что у кого-то гробы раздражали? Нет, никакого такого раздражения. Оно внутреннее. Вы знаете, если я не матерюсь и не машу шашкой, это не означает, что у меня поощрение, что так надо. Вот я иногда задаю вопросы, с Z-патриотами общаюсь, они говорят, что надо воевать туда-сюда. Причем призывают женщины, которые явно туда не пойдут, и которые сейчас там раны солдатам тоже не перевязывают. Вот. Они меня учат. Я им задаю вопрос. Вот я хочу своих сыновей вырастить, чтобы они стали инженерами, спортсменами, может быть, деятелями искусства. То есть как-то реализовались. Да? Не обязательно же смысл в том, чтобы воевать. Да? И мне дают совет, надо было заводить котят. То есть не хотят понимать. Это часть одна, другая часть, она хоть и бурлит и кипит внутри, но вы посмотрите, сколько цветов принесли Алексею, какая это публика. И я уверен, что эта публика, она против, да, просто она заявить о себе не может. И поэтому рассуждать, что люди эмоции не проявляют, это одна история. И давайте разделим ситуацию. Тот, кто потенциально может быть убит, и его родня, она по-своему смотрит на ситуацию и отличается от тех, у кого убили уже родственника. Потому что если человека уже убили, родственники получают за него гробовые. И им проще признать, что он был героем и погиб, ну, за дело, типа вот за какое-то правое, да. А что касается тех, кто перспектива их бесит, да, они не хотят туда, и не хотят посмотреть на тех, кто в гробах, и не хотят также лечь. Вот, поэтому они молчат. Многие решили отмолчаться. Ну, страна у нас такая. Ну, вот так вот у нас. И длительное время, в советский период времени, грубо говоря, это насаждалось. И такая тема воспитания детей, она тоже осталась. Сиди, бубни, не вылазь и выживешь. Особо сильно не проявляя инициативу, будь как все. По сути, так. Вот эти всякие вечеринки с Ивлеевыми, они показали, что инструменты такие от власти работают, поэтому заткнуть любого можно, и этого люди боятся, вот и все. А внутреннее накопление, оно, я думаю, существует, просто оно может прорваться в самый неожиданный момент. Итак, это было мнение Николая Бажина. Я думаю, в нем каждый может почерпнуть что-то для себя. Напомню, что сейчас идет голосование на нашем канале в Ютубе. Я спрашиваю вас, о чем вам говорит история с шоколадом, с шуткой про шоколад Ради Хабирова. И ваши комментарии тоже хорошо, что вы пишете. Например, комментарий от Альберта Абдуллина. На КВН всегда шутки согласовывали. Да, согласовывать, это, как бы, я понимаю, редактируйте, улучшайте, но не цензурой заниматься. То есть, самой шутки про Ради Хабирова шоколад есть определенный смысл. Ребята, как творческие люди, на мой взгляд, тонко чувствуют то, что сейчас соотношение к Радию Хабирову среди башкир изменилось. Они считают, что он ближе, ну, простите меня, к армянскому народу, чем к башкирскому. Пусть я говорю такие слова, как бы я не хочу никакой розни, просто вот мне кажется, они передали этой шуткой именно вот этот смысл. Я именно так это воспринял. Вот. КВН вне закона, для меня подходящего ответа нет. Ну что ж, хорошо. Люди принимают все так серьезно, что это становится обузой для них. Учитесь больше смеяться. По мне, смех так же свят, как и молитва. Ну, это цитаты из Ошо, я так понимаю. Вот, голосуйте, высказывайте свое мнение по поводу вот этой шутки про шоколад Ради Хабирова. А мы продолжаем нашу программу. И теперь уже я хочу перейти к тем историям, к тем людям, которым не до шуток. Итак, фигурантам баймакского дела Закиру Ахмедину и Ильнуру Хажиеву продлили срок содержания под стражей до 17 июня. Об этом сообщил Русньюз.
На заседании адвокат Гульшат Камалдинова смогла добиться приобщения показаний журналиста Росньюз Эдуарда Глухова о том, что Закир Ахмедин не принимал участия в якобы массовых беспорядках, а только охранял этого журналиста, вот, который был аккредитован на суд по делу Фаиля Алсынова. Алсынов, напомню, включен в перечень экстремистов и террористов. Однако суд все равно продлил содержание под стражей для Закира Ахмедина на 3 месяца. Несмотря на то, что на его попечении находится беременная жена с инвалидностью. То есть, собственно говоря, почему его держать под стражей, какую опасность он принесет, если ему надо ухаживать за женой. Но суд такой аргумент не принял. Отцу 5 детей Ильнуру Хажиеву также предстоит провести под стражей до 17, вернее, продлили содержание под стражей до 17 июня. И тоже, несмотря на доводы защиты о необходимости содержать детей, один из которых инвалид. По версии следствия, Хажиев во время протеста в поддержку Фаиля Алсынова умышленно бросил в силовиков замерзшие куски снега. Вот это было сообщение Росньюз. Мы же рассказали еще о том, что еще одному многодетному отцу предъявили уголовное обвинение в рамках баймакского дела. И новым участником этого дела стал Раиль Равилович Галин. Об этом рассказали его родственники. Раиль Галин родился в марте 1985 года. Он житель деревни Баимово Баймакского района. Его вызвали в Уфу на Советскую площадь 18. Там находится следственное управление 11 марта. Затем был суд, ему вменили статью как раз участия в массовых беспорядках и совершение насильственных действий, не опасных для здоровья, в отношении представителей органов власти. Вот сейчас родственники организовали сбор средств, потому что адвоката надо оплатить услуги адвоката. Он запросил 300 тысяч рублей. И еще что нужно сказать про этого Раиля Галина. Он тоже, как и многие задержанные по баймакскому делу, единственный кормилец в семье. Он тоже многодетный отец, растит 4 детей. Дети у него от 3 до 13 лет. И что еще, немаловажная деталь, у него со здоровьем плохо, сообщили родственники. У него давление скачет, больное сердце. Служил в Чечне, есть, естественно, кредиты. Вот. И теперь, по данным аспектов, 77 человек в деле, в этом списке фигурантов баймакского дела. Но сюда мы считаем и погибших Рифата Даутова и Миньера Байгускарова. То есть этих 2 погибших в этом скорбном списке мы тоже считаем. Ну и добавим, что по данным на февраль более 100 детей в Башкирии остались без кормильцев. Ну, то есть из-за баймакского дела. То есть отцы теперь находятся в СИЗО. И вот у этих отцов более 100 детей. Это не точная цифра, но тем не менее она была. На февраль такая была. Тем временем похоже, что список этот пополнится, но пока нет точных данных. В Башкортостане задержан защитник Куштау Юнир Айбатов. Об этом сообщил другой экоактивист, участник движения «Зеленый щит» Рамис Телепкулов. Юнира Айбатова задержали 11 марта, рассказал он. Суд назначил ему 5 суток ареста. И он на данный момент доставлен в Стерлитамак. Об этом рассказал Рамис Телепкулов, напомню. Так вот, личность Юнира Айбатова достаточно такая интересная, что стоит о нем рассказать. Ну, во-первых, ему где-то за 50. Он служил в армии в 88-90 годах. Вот. И в последние годы был заметным таким экологическим активистом. Был активным защитником горы Куштау. И был в числе тех защитников Куштау, которых вот в августе на горе задержали и предъявили им административное обвинение. И, собственно говоря, он тоже тогда отсидел какие-то сутки. Я сейчас точные цифры не скажу, но тем не менее. Потом его еще задерживали в апреле 22 года. Якобы за организацию флешмоба в деревне Больше Басаева Баймакского района против варварской добычи золота. И он всегда пояснял свою позицию, почему он борется именно так вот активно за охрану окружающей среды. Земля – это источник существования, это и прошлое, и будущее, пояснял он раньше, когда призывал, например, защищать Куштау. Вот. Пока данных о нем нет, ну, мы знаем, что сценарий сейчас очень похожий. Многих экологических активистов, тех, кто, возможно, был рядом с судом там и прочее, их задерживают сначала по административному какому-то обвинению, проходит какое-то время, и позиция следствия меняется и предъявляет им уголовные обвинения. Пока, конечно, данных об этом нету. То, что Юниру Айбатову такое обвинение предъявили, но, я говорю, он возможный
уже 78-й участник, если это случится. Тем временем, мы же рассказывали вот по поводу того, что Закира Ахмедина продлили содержание под стражей на 3 месяца. А вот его мать, Миннур Ахмедина, записала видеообращение к Владимиру Путину. Кусочек из этого видеообращения я предлагаю сейчас вашему вниманию. Давайте посмотрим. Владимир Владимирович, вы объявили в этот год нашей стране годом семьи. Однако в нашей республике с начала года страдает очень много семей от произвола власти, которые не хотят решать проблему, а только усугубляют и накаляют обстановку в Башкортостане. Все больше и больше задерживая невинных людей, зачастую молодых сыновей, мужей, как мой сын Закир. Мы не понимаем, кто дал право против мирных граждан использовать силовой захват, силовое применение, на каком основании было применено оружие, светошумовые гранаты, был выпущен слезоточивый газ против мирных людей. Где в это время был глава Республики Башкортостан, глава администрации Баймакского района, депутаты разных уровней, мэр города Баймак? Где они были? Это же их прямая обязанность. Уважаемый президент, вы гарант Конституции Российской Федерации. Мы хотим верить, что вы сможете вмешаться и восстановить справедливость по отношению к безвинно задержанным и тем, кто создает экологические проблемы в республике. Итак, это было выступление, часть, вернее, выступления, видеообращения Миннур Ахмединой к Владимиру Путину, где она рассказала о своем сыне. Ну, в частности, вот то, что не вошло в ее, то, что мы не показали, она рассказала про своего сына, что он не участвовал ни в каком несанкционированном митинге, не совершал противоправных действий, ни на кого не нападал, не дрался, ни в кого ничем не бросал. Напомню, он охранял сотрудника Росньюз, ну, как бы по его словам, по крайней мере. Вот. И тем не менее его задержали, дали сначала административную статью, на 8 суток его посадили, а потом вменили уже уголовное обвинение участия в массовых беспорядках. Ну и что про Закира нужно знать? Мама рассказала, что Закир в семье самый старший, он единственный помощник, они с женой являются молодой семьей. Летом 23 года он женился. В данный момент жена на 8-м месяце беременности. У семьи есть кредит на машину и ипотека, которую взяли совсем недавно. И дети даже пожить не успели в своей новой квартире. Вот. Напомню, что у нас идет голосование на нашем канале в YouTube. Я спрашиваю вас, о чем вам говорит история «Шутка про шоколад» с Радием Хабировым. Там 3 варианта ответа. Голосуйте, итоги голосования подведем позже. Ваши комментарии. Еще интересная деталь подметил один из наших слушателей, что Юнир Айбатов еще и пожары тушил в Бурзянском, Гафурийском районах. То есть такой активный, неравнодушный человек. Вот он тоже был задержан, об этом мы говорили. Кажется, в этом году будет новый президент республики. Очень страшно за судьбу России. Ну, собственно говоря, да, я ваши страхи разделяю. Мне тоже страшно, но тем не менее нам что-то надо делать с этим. Что делать, это тоже вопрос такой нелегкий, не имеет однозначного ответа. Продолжим обзор прессы, о чем мы рассказывали СМИ. Вчера в Башкортостане решили не переводить школьников на удаленку на время выборов. Об этом РБК УФА сообщил министр образования республики Ильдар Мавлетбердин. И по словам министра, в школах, где есть участковые избирательные комиссии, в дни проведения выборов учеба будет организована по отдельному графику для каждого класса. И эта учеба будет проходить в учреждениях культуры, спорта, там где-то в каких-то кружках, на профориентационных площадках. То есть за пределами школы, но какие-то занятия будут проходить, тем не менее. Вот, возможно, и при хорошей погоде проведение для школьников дней спорта, дней здоровья, там экскурсии могут проводиться и какие-то еще активности на открытом воздухе. Рекомендовано проводить на 15 марта учебу в удаленном формате, в дистанционном формате, в том случае, если невозможно организовать образовательный процесс вне школы. Вот. Ну, еще можно добавить, что в ряде регионов все-таки решили
некоторые школы перевести на такой формат. Это, например, в Чувашии, в Оренбурге, в Ханты-Мансийском автономном округе. Вот. И, собственно говоря, немножко, может быть, такой, ну, не слишком серьезной, может быть, информация, не знаю. Но для того, чтобы немножко расслабились, наверное, все-таки такая пауза на юмор. Все-таки мы начали с КВН. Продолжим, правда, не КВН, политикой, но, тем не менее, я думаю, вас немножко это посмешит. О чем речь? Был такой у нас и есть сейчас депутат Госдумы Сергей Веремеенко, но он раньше был в Башкирии достаточно известным человеком, потом напомню, чем он был известен. Вот. Так вот, он пришел на заседание Госдумы очень уставшим таким и задал вопрос так, что его никто не понял, но, слава богу, его прервали. Но как именно он вопрос задавал, это стоит отдельного просмотра. Давайте посмотрим. Вот сейчас вы убедитесь, что было. В прошлый раз мы обсуждали вот вопрос этот, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее, но вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут, да, мы привезли, это же страшное оружие на самом деле. 500 километров. Да. Ну вот видите, да, в общем, как бы такая короткая фрагмент заседания Госдумы, где депутат Сергей Веремеенко задает вопрос так, что его никто не понял, собственно говоря. Вот. Но чем он интересен для Башкирии, почему мы его показали? Ведь этот человек мог вполне стать президентом Башкортостана на выборах в 2003 году. Вполне мог стать. Вот. Напомню предысторию. Он был тогда... Муртаза Рахимов был в бюллетенях, Сергей Веремеенко, Ралиф Сафин, вот эти вот люди были, они как бы серьезно претендовали на лидерство в Башкортостане, и даже был второй тур, то есть не так просто все было. Вот, в первом туре Сергей Веремеенко проигрывал Муртазе Рахимову 18% голосов, он вполне мог отыграть их во втором туре, если бы вел потом активную избирательную кампанию, но Кремль сделал ставку на Муртазу Губайдуловича, после чего Веремеенко закрыл все свои штабы в Уфе и прекратил вообще всяческую кампанию и вообще заявил, что больше не претендует на пост главы Башкортостана. Вот такая была история. С Веремеенко было еще много чего интересного. И с теми выборами 2003 года я бы хотел напомнить, потому что это все переплетается. Вот кто не знает истории нашей республики, мне кажется, он должен это узнать. В 2003 году был еще такой примечательный случай. Он называется, как бы, там, если покопаться в Гугле, пожар в типографии или печать поддельных бюллетеней. Вот так вот. Если вы наберете Уфа 2003 год, выборы, поддельные бюллетени, пожар в типографии, вы узнаете про эту историю. Что же произошло? Вот соперники Муртазы Рахимова, тот же Веремеенко и Сафин, заявляли, что у них есть информация, что печатаются какие-то новый тираж бюллетеней, чтобы их можно было вбросить. Вот такой массовый тираж. Называли, что до 800 тысяч готовится такая печать. Ну, то есть дополнительно, чтобы можно было в любой момент куда-нибудь заменить ненужную проголосование. Ну, то есть те бюллетени, где проголосовали неправильно, на правильные, как бы условно говоря. Вот. Они об этом говорили, никто им не верил. Но потом ночью однажды пришла информация, что в типографии все-таки печатается такой тираж. И сторонники вот этих оппозиционеров, они пришли на эту типографию и увидели через окно, что там какие-то действительно пачки бюллетеней лежат. Стали вызывать полицию. Им не открывали, естественно, в этой типографии. Там вдруг появился дым. И, собственно говоря, ну, ситуация такая была, что работники типографии стали сжигать то, что они напечатали. Но все сжечь не удалось, потому что все-таки там большой тираж был. И когда полиция все-таки приехала и открыли двери, а остатки каких-то там полусожженных бюллетеней, оппозиционеры обнаружили, потом провели пресс-конференцию, я на ней лично был, видел вот эти обгоревшие листы. То есть это потом было уголовное дело. Ну, короче говоря, такая история была, где был замешан Веремеенко, поэтому про нее вспомнил. Вот. Отойдем от конфуза с Сергеем Веремеенко на заседании Госдумы. Перейдем к другому конфузу в политике.
Оказывается, Рустам Хафизов, ставший новым членом Центральной избирательной комиссии Башкортостана от КПРФ с правом совещательного голоса, его назначили в конце февраля, на днях оказался не совсем приятной ситуации. Расскажу, в чем дело. 5 марта прошло заседание Центральной избирательной комиссии республики, куда его почему-то не пригласили, хотя должны были это сделать. И он сам узнал об этом тоже не очень давно. Вот. Ну, мы вчера с ним поговорили на этот счет. Давайте послушаем, что же все-таки произошло. У нас на связи член Центральной избирательной комиссии Рустам Хафизов, которого, как я понял, почему-то забыли пригласить на заседание Центральной избирательной комиссии. Это так? Да, мне бдительные наблюдатели в личные сообщения написали, спросили, был ли я 5 числа на заседании Центральной избирательной комиссии. Я сказал, что нет, не приглашали. Посмотрел на сайте, этой информации нету, то есть вообще о проходимом мероприятии. Я задал вопрос председателю Центральной избирательной комиссии, было ли заседание и почему меня не приглашали. Он через какое-то время перезвонил мне лично, сказал, что просто техническая ошибка, забыли пригласить. Там были якобы несущественные вопросы, рассматривались, изменились. А в ближайшее время какие-то до выборов там будут заседания или еще неизвестно? Я спросил, будет ли что-то типа обучения, какая форма работы предусмотрена в дни выборов. Сказали, что пока информации нет, и мне сообщат. Вы сами как собираетесь провести 3 дня вот этих выборов? Думаю, выходными это не будет, да, то есть все равно неравнодушные жители будут сообщать о каких-то правонарушениях, которые они там увидят, наблюдатели от КПРФ. И от других партий, в принципе, имеют право также обращаться. Обычные жители. Поэтому будем отрабатывать, смотреть, будем стараться не допускать нарушений или исправления их в таком оперативном порядке. Я думаю, конструктивный диалог мы наладим с Центральной избирательной комиссией. Все-таки обновление там происходит. Итак, это было интервью с Рустамом Хафизовым, которого не пригласили на заседание Центра избиркома, хотя его избрали членом этой Центральной избирательной комиссии. Вот. Напомню, что у нас в чате в Ютубе идет голосование. Я вас спрашиваю, о чем вам говорит история с шуткой про шоколад, и вы комментируете. И комментируйте и другие ситуации. Например, один из наших слушателей очень правильно заметил, что ни Веремеенко, ни Сафин в этой истории про печать поддельных бюллетеней не ключевые фигуры, а ключевая фигура Айрат Дильмухаметов. Напомню, он внесен в список террористов и экстремистов. Сейчас отбывает большой срок по экстремистскому делу. Вот. Да, действительно, Айрат там был ключевой фигурой. Он там поднял этот шум. Вот. И во время пресс-конференции он тоже был одним из участников, когда рассказывал, что там произошло. Но сейчас вот он находится в местах не столь отдаленных. Но это, как говорится, еще Айрат Дильмухаметов чем интересен для ситуации в Башкирии. Он же хотел баллотироваться тоже на пост президента Башкортостана, или главы Башкирии, при Хабирове, если не ошибаюсь, да, при Хабирове. Вот. Но ему этого делать, естественно, не позволили. Вот. Интересно ваше мнение, Минигуль Кадырова. Репрессии по отношению к защитникам природы Башкортостана очень опасный сигнал для страны. Да, когда люди, собственно говоря, занимаются защитой природы, а их за это по башке, по голове, грубо говоря, дымовыми шашками и прочими, и плюс отсидками, то это, конечно, плохой знак. Плохой знак, да. Согласен. Еще раз убеждаюсь, что на выбор 17 марта пойду в полдень. Пишет одна из наших слушательниц. Вот теперь я, наверное, все-таки хочу пару слов сказать своих по поводу поведения на выборах, потому что больше у меня такой возможности не будет, наверное, хотя еще 15 марта, день голосования, наверное, не стоит, уже не будет такой возможности, потому что 15 марта, наверное, нельзя будет говорить даже уже об этом. А напомню, что у нас 15 марта начинаются выборы, не воскресенье. То есть сегодня и завтра мы еще можем обсуждать, как себя вести на выборах. Мы сейчас не имеем права уже говорить никаких о прогнозах, обзорах, исследованиях, результатах социологических опросов. На данный момент уже это запрещено с 12 марта. Но говорить о том, как себя вести на выборах, наверное, можно еще. Вот. Поэтому я бы пару слов сказал тем. Очень часто звучит такое мнение. Очень часто, что ничего не решит ваше участие или неучастие в выборах. То есть, нет смысла вообще, хоть ты пойдешь, хоть не пойдешь, хоть ты там что сделаешь, там, проголосуешь хоть как, либо там зачеркнешь всех кандидатов.
От этого ничего не зависит, от тебя ничего не зависит. Это очень удобная для власти, я считаю, идея. Она специально поэтому распространяется, возможно. Но, по крайней мере, у нее много сторонников. Это удобная идея и для нас, горожан, граждан, там, скажем, да. Ну, раз ничего не зависит, что мне делать? Что мне рыпаться, да? Ну, очень удобно, согласен. Очень комфортная идея. Ничего не делать – это самое лучшее поведение. Это самое безопасное поведение. Да. Но насколько это поведение будет оправданным и осмысленным с точки зрения наших детей, я сомневаюсь. Мне кажется, если вы пальцем о палец во время выборов не ударите, вы, конечно, будете сохранять спокойствие, вы, конечно, ничем не рискуете, в общем-то. Но мне кажется, лично мне будет стыдно смотреть своим детям и внукам, если меня спросят, скажут, а что ты делал в эти дни, чтобы наша жизнь как-то хоть улучшилась? Согласитесь. И по здравому размышлению я считаю, что нужно просто высказать свою позицию. Каким образом, это вы сами решаете. Просто свою позицию нужно выразить. Пользуясь тем, что есть выбор, есть листочек бумаги, вы можете написать свое мнение. Вы можете все зачеркнуть. Вы можете выбрать того, кто вам нравится. Вы можете прийти в полдень, как говорит вот эта вот наша слушательница. В полдень приходят те, кто просто хочет показать и посмотреть на тех людей, кто не согласен с текущей политикой. Вот. Выбирайте свой вариант поведения, но бездействие – это самое худшее, мне кажется. Вот. Потому что вспомним народную такую историю, еще в детстве мне рассказывали. История про мышку, которая в банке с молоком попала и могла утонуть, если бы она ничего не делала. Но она стала барахтаться, барахталась, сбила молоко в масло и выбралась из этой банки. Ну, вот такая история. Пусть она может быть наивная, но это народ, он мудр. То есть, если ничего не делать, ты утонешь. Но если ты что-то будешь делать постоянно, с упорством, с терпением, тогда что-то произойдет. У тебя есть шанс на спасение, есть шанс на изменение. В общем, я предлагаю все-таки наращивать свой навык гражданского поведения, именно сопротивления, именно гражданского, правового, там, в рамках закона, гражданской солидарности. То есть мы должны помогать друг другу. Поодиночке мы слабы, а вместе мы сила. Если мы знаем законы, это тоже сила. Если мы друг другу помогаем, солидарны, это тоже сила. А молчание, бездействие, нежелание думать – это слабость. Вот, собственно говоря, такой маленький спич, отвлечение от моей, собственно говоря, непосредственной работы, обзора прессы. Ну, продолжим обзор прессы. Прокуратура сообщила, что реставрация центрального входа в сад имени Аксакова в Уфе была выполнена некачественно. Об этом узнала, значит, председатель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. Она написала запрос в прокуратуру, ей так ответили. В общем-то, реконструкцией парка, в том числе и реставрацией арки, занималась уфимская компания «Альбит», напомнил телеканал ЮТВ. И в прокуратуре сообщили, что центральный вход в саду Аксакова имеет повреждения, которые появились в результате бездействия ответственных лиц подрядчика, отсутствия контроля со стороны руководства и некачественно выполненных работ. Поэтому прокуратура внесла в адрес компании «Альбит» представление, результатом рассмотрения которого виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Но вот, тем не менее, сама реставрация была сделана некачественно, признала прокуратура. Тем временем жильцы одноэтажного дома по улице Карла Маркса, номер 49/1, заявили о трещинах в здании из-за строительства рядом еще одной многоэтажки. Об этом рассказал телеканал «Красная линия». И, собственно говоря, сюжет я посмотрел. Там дом сам построен в 2004 году. Вот пока рядом не начали строить новый дом, все было как бы нормально. Так, по крайней мере, утверждают жители дома. А вот как начали забивать сваи рядом по соседству, там появились проблемы, трещины. Вот. И так позицию жителей поддержал руководитель комитета по противодействию коррупции Андрей Мусин. Он тоже сказал там в кадре, что еще при забивании сваи начал трескаться фундамент других зданий, не только вот этого жилого здания, в том числе отдела полиции и детского дошкольного учреждения. Но, тем не менее, чтобы быть объективным, представитель застройщика сказал жителям, что нет, все-таки трещины старые, имеют старый характер, и сама компания строительная к этим трещинам не имеет никакого отношения. Ну, собственно говоря, такая ситуация в Уфе происходит.
Чтобы еще одну информацию, вот давайте про проезд по восточному выезду, да, расскажем. Правительство Башкортостана опубликовало распоряжение, согласно которому проезд по восточному выезду в Уфе будет платным до 1 июня 2042 года. То есть на 18 лет получается. И напомню, что начальный пункт дороги начинается с пересечения восточного выезда с проспектом Салавата Юлаева, а заканчивается с пересечением с трассы М5 Урал. Сам восточный выезд планируется открыть в марте. Суммы проезда, ну там пока в этом распоряжении не указано, но журналисты выяснили, что там 100-200 рублей будет за проезд. Вот такая информация для тех, кто имеет автомобили. Теперь, я думаю, нам пора подвести итоги голосования. Так, ваши комментарии. Легитимна ли Конституция России, если она говорит о том, что президентом можно быть в течение 2 сроков, а у нас нет? Ну, собственно говоря, вы же знаете, что мы голосовали, вернее, ну, не знаю, вы сами голосовали или нет, но был референдум по изменению в Конституцию, где вот это положение обнулили, и, собственно говоря, это дало право Владимиру Путину баллотироваться уже на 5-й срок. Вот. Фандидар Ахматуллина. Вы частенько читаете мои комментарии, пишет, но мое имя не произносите. Я за этим слежу. Другие имена говорите, кто пишет комментарии. Ну, я не всех говорю. Извините, Фандидар. Ваш вот теперь произнес. Кто-то под ником Закива Лиди. Я хожу в воскресенье за полчаса до закрытия. Это важно, особенно у нас, наверное. Ну да, я понимаю вашу тактику, стратегию. Вы хотите убедиться, что ваш голос будет зачтен. Если вы придете за полчаса до закрытия участка на выборы, то если там за вас кто-то проголосовал, вы, условно говоря, будете протестовать, я так понимаю. Еще комментарий от Эльдара Хабирова. У нас в Дюртюлях несколько лет армяне благоустраивают город, тротуары, дворы, набережную, работают быстро и качественно. От зари до заката не пьянствуют, не хулиганят, ведут себя порядочно. Молодцы. Ну да, молодцы, конечно, молодцы. Опасные времена, каждый выбирает свою стратегию общественного поведения. Главное быть солидарными, осознанными гражданами и личностями. Ну что ж, хорошо. Спасибо вам за такое мнение. Итак, давайте итог голосования. Мне самому интересно, к какому выводу вы приходите, когда слышите эту историю про шутку про шоколад с Ради Хабиром. Большинство пришло к выводу, что эта история говорит, смех опасен для власти. 84%. На втором месте ответ: над начальством смеяться нельзя. 12%. И на последнем, там самое маленькое, 3%, надо согласовывать шутки. Спасибо большое за ваше мнение. Смех опасен для власти, я уверен. Потому что когда что-то осмеиваешь, это явление становится как бы более слабым, что ли. То есть не таким сильным. Когда смеешься над королем, король не кажется таким всевластным, всесильным. Вот, мы закончили с голосованием, но не закончили еще с программой, с новостями. Я хочу познакомить вас с вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Давайте узнаем, что происходило вчера такого важного. Российская ракета попала в многоэтажный жилой дом в Кривом Роге, сообщили власти Днепропетровской области Украины. По их данным, погибли как минимум 3 человека, более 30 пострадавших госпитализированы. Среди них 5 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок. Министерство обороны России утверждает, что потери вооруженных сил Украины при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области составили 234 человека, а также 7 танков, 3 боевые машины пехоты и 2 бронетранспортера. Убитых в ведомстве называют украинскими диверсантами. Об атаке утром сообщил воюющий на стороне Украины Легион Свободы России. Напомню, этот легион признан террористической организацией в нашей стране. Власти США подтвердили, что направят Украине новый пакет военной помощи размером $300 миллионов. Это первый транш за последние несколько месяцев, поскольку выделение дополнительных средств для Киева блокируется республиканской партией в Конгрессе. Евросоюз обсуждает выделение Украине военной помощи на 5 миллиардов евро, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Ожидается, что объявить о решении могут уже завтра, то есть сегодня уже. Соглашение предусматривает передачу оружия из третьих стран.
В Петербурге двум кандидатам от партии «Яблоко» в члены участковых избирательных комиссий выдали повестки в военкомат, сообщает издание «Фонтанка». Это произошло на заседании территориальной комиссии. В документе говорится, что граждане должны явиться для уточнений сведений воинского учета. Суд в Краснодаре оштрафовал двух девушек за поцелуй в кафе, снятый на видео. Согласно решению, они признаны виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и должны выплатить по 50 тысяч рублей за этот поцелуй и за это видео. Ранее МВД опубликовало ролик с их извинениями. В Литве впервые после запрета на въезд машин с российскими номерами такой автомобиль был задержан на границе. По сведениям сотрудников таможни, гражданин Молдовы собирался выехать в Беларусь, но выяснилось, что владелец внедорожника на самом деле из Российской Федерации. Как передает портал Delphi, Audi Q7 собираются конфисковать в пользу Украины. Это был вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша программа утренняя завершается, но не завершается наша работа. В 11:00 я снова приглашаю вас на наш канал «Аспекты Башкортостан». В программу «Аспекты мнений» мы пригласили Дилару Гундорову, женщину, которая известна тем, что она бросила вызов Радио Хабирову заявлением, что хочет баллотироваться на пост главы Башкирии этой осенью. Ну, послушаем, посмотрим, что она будет говорить сегодня в 11:00. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. До новых встреч в эфире.